Селям алейкум, здравствуйте. В прямом эфире телеканала «Милет» программа «Бызымак». И мы с «Наше право» и я ее ведущая Оксана Лобода. Сегодня мы будем говорить о качестве оказания медицинской помощи и защите прав пациентов. Свои вопросы по этой теме вы можете задать, позвонив по телефону, указанному внизу экрана. Гость нашей студии – директор Центра медицинского права в Республике Крым Михаил Белкин. Михаил Афанасьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Михаил Афанасьевич, перед тем, как начать нашу беседу, давайте посмотрим сюжет, в котором именно качество оказания медицинской помощи вызывает ряд вопросов. Давайте посмотрим. Жизнерадостная, счастливая и полная энергии. Такой 29-летнюю Зуре Сулейманову родственники провожали во второй роддом. Тогда они еще не знали, что ее первое совместное фото с сыном из родзала окажется последним. Уже через 3 дня при выписке женщина едва стояла на ногах и из-за сильных болей отказалась от фотосессии с малышом, рассказывает тетя погибшей Мирьем Медина. По ее словам, вечером у Зуре поднялась температура 39, а текла правая нога. Через 2 суток по скорой помощи ее отвезли в гинекологическое отделение второго роддома, но не выявили патологии и отправили в урологическое отделение 7-й городской больницы с диагнозом острый пилонефрит. Там, как уверяет Мирьем Медина, в госпитализации женщине отказали, как и еще в 3 больницах – 6-й городской, больнице имени Семашко и инфекционной. В результате Зуре Сулеймановой назначили лишь жаропонижающее и обезболивающее и отправили домой. Почему в роддоме нельзя было обратить внимание, что в таком тяжелом состоянии они выписывают роженицу, которая на 6-й день уже по всем больницам, приемным покоям бегает с температурой, в дождь, в холод, сидит на скамейках в приемном покое. Разве это допустимо? По словам родственников, спустя 3 дня после заключения консилиума врачей-гинекологов второго роддома об исключении патологии по их части Зуре наконец-то положили в отделение ревматологии больницы имени Семашко. Но вскоре ей стало хуже. Она впала в кому и через 8 дней скончалась. Причина смерти, указанная патологоанатомом в свидетельстве о смерти, почечно-печеночная недостаточность, а состояние, приведшее к ней, послеродовой сепсис. Отправить домой. Это невозможно, ни в какие рамки не входит. И получается у нас в результате сепсис. Сепсис – это заражение крови, которое быстро размножается микробы. Оно губит все. У ней пошло очень быстрое, вот это, мгновенное все, разрушаться стало. А организм не стал сопротивляться против этой болезни, которая начала рушить сердце, почки. В доме Сулеймановых траур. Соседи, друзья, родственники пришли почтить память Зуре и помолиться. Почему в доме столько гостей, не знает только ее старший сын, 4-летний Ренат. Он вместе с новорожденным братиком до сих пор ждет маму из больницы. Пока не травмируем, конечно, ребенка. Но со временем все, конечно, все узнать. Мама придет, ну придет, да. У нее, в принципе, не было никаких хронических заболеваний. 9 месяцев она отходила нормально, своевременно сдавала свои анализы. В то, что его жены больше нет, Марат до сих пор не верит. Говорит, обратился с заявлением в прокуратуру. Надеется на объективное расследование со стороны Следственного комитета и надзорного ведомства. Надо наказать виновников, и чтобы в дальнейшем у других людей такого не происходило. Да, дети остались без мамы, теперь я и папа, и мама им. Ради вот этого комочка маленького я буду бороться с жизнью, бороться за справедливость. Пусть понесут свое наказание. То, что ее футболили с температурой, все городские больницы, все приемные покои. По словам родственников погибшей, им остается неясным, делалась ли Зуре процедура выскабливания перед выпиской из роддома. Ведь медики это отрицают, а вот сама роженица утверждала обратное. Настораживает и тот факт, что проведение медицинской манипуляции подтверждает и соседка по палате, выписавшаяся Зуре в один день. Когда я уже родила, у нас была 2-местная палата, и я заехала туда ночью, а Зуре уже утром. И тогда мы и познакомились. При выписке нас обоих смотрели на кресле, и именно когда ее посмотрели, почистили, у нее пошли то ли осложнения, то ли ей стало плохо именно от этой процедуры, потому что она пришла, на ней не было лица, она чувствовала себя очень плохо, а так как была выписка, надо было и вещи собирать, и как-то одеваться, и хотелось выглядеть получше, но, к сожалению, ей не до этого было. И мне кажется, там даже и температура могла подняться, потому что ей было очень плохо. На ней лица даже не было. Она лежала, потому что ей было очень плохо. Она даже подниматься не хотела, потому что даже сидеть было больно.
от того, что так почистили. Главврач второго роддома комментировать на камеру ситуацию с гибелью Зуре Сулеймановой отказался, ссылаясь на норму закона о врачебной тайне. В устной беседе сообщил, выводы возможны только через месяц по результатам исследований тканей, взятых при вскрытии. В свою очередь, в Министерстве здравоохранения Республики Крым сообщили, факт гибели роженицы не останется без должной реакции. Оценку действиям врачей больниц города Симферополя, а также качеству оказания ими медицинской помощи даст экспертная комиссия, уже приступившая к работе. Оксана Лобода, Алишер Алимов, телеканал «Милет». Михаил Афанасьевич, скажите, пожалуйста, вот в данном случае что можно посоветовать родственникам погибшей роженицы, куда они могут обратиться за защитой своих прав и какие документы им необходимо истребовать? Ну, в первую очередь я хотел бы выразить искреннее соболезнование семье. Конечно, такие случаи редкие, но они бывают. И в данном случае семье можно что посоветовать? В первую очередь обратиться в страховую медицинскую компанию, где данная роженица получала полис обязательного медицинского страхования. В соответствии с действующим законодательством страховая медицинская компания обязана истребовать все медицинские документы, и в соответствии со статьей 64 Федерального закона номер 323 они обязаны провести экспертизу качества оказания медицинской помощи. Хочу обратить внимание на всех этапах оказания, как во втором роддоме, так и в тех лечебных заведениях, куда обращалась уже родившая женщина, уже роженица, и где, со слов, вот, как говорят родственники, ей было отказано в оказании медицинской помощи. Спасибо большое. Расскажите, пожалуйста, какими законами в Российской Федерации регулируется сфера охраны здоровья? В первую очередь в Российской Федерации регулируется 41 статьей Конституции, согласно которой медицинская помощь в Российской Федерации оказывается всеми муниципальными, бюджетными, государственными учреждениями бесплатно. Вторым нормативным документом, который, по сути дела, является уже Конституцией в здравоохранении, является 323-й федеральный закон «Основа здоровья граждан, основа качества оказания здоровья граждан Российской Федерации от 21.11.2011 года, который четко указывает, какая помощь оказывается, какие права имеют граждане в Российской Федерации, какие обязанности у них есть. Поэтому третий закон, который регулирует помощь медицинскую, оказание, это закон о 326 федеральный, о фонде обязательного медицинского страхования. Плюс также еще сюда нужно отнести закон о защите прав потребителей. Михаил Афанасьевич, а кто имеет право в соответствии с законодательством давать экспертную оценку качества оказания медицинской помощи и куда пациент может обратиться в случае, если он недоволен качеством оказания медицинской помощи? Значит, в соответствии с 64 статьей Федерального закона номер 323 «Основы законодательства об охране здоровья граждан», на определенные структуры возложена функция контроля. В частности, первая структура, которая должна проводить экспертизу качества оказания медицинской помощи, это является Росздравнадзор. Росздравнадзор в каждом федеральном регионе имеет свое территориальное представительство. В Крыму это территориальный орган представительства Росздравнадзора по Республике Крым. Также проводится экспертиза качества оказания медицинской помощи территориальными фондами, это уже 326-й федеральный закон, но территориальный фонд наделяет этими полномочиями страховыми компаниями. В Республике Крым 2 страховых медицинских компании, которые выдают полисы, и, соответственно, в случае, если какой-то, по мнению гражданина, был дефект, они обращаются в страховую компанию. У страховой компании есть реестр экспертов качества оказания медицинской помощи. Страховой компании, если истребуются первичные документы необходимые, эксперты проводят, и результатом является акт экспертизы и экспертный протокол. Если же не соглашаются стороны с результатами этой экспертизы, то проводится повторная экспертиза, реэкспертиза уже самими специалистами территориального фонда обязательного медицинского страхования. Какими правами в целом обладают пациенты и какими обязанностями также они обладают?
Вот давайте начнем не только с прав, но и с обязанностей. Самая главная обязанность любого гражданина – это поддержание своего физического здоровья. Только человек, в первую очередь, ответственен за состояние своего здоровья. А какие права он имеет? Ну, начнем с того, что первое – это на бесплатную медицинскую помощь. Второе – на выбор врача и лечебного заведения. Третье – получение, если он лежит в лечебном заведении, лечебного питания. Получение доступной для него в форме информации о качестве, о медицинской помощи. Имеет право на обезболивание. Это касается как стационария, так и амбулаторно. Он имеет право на допуск к пациенту адвоката или законного представителя. Имеет право на отправление религиозных своих... Да, он может, но при этом не должно нарушаться, скажем так, внутренний режим учреждения. И для этого выделяется администрацией при возможности. Это отдельная комната. Также человек может давать согласие или отказ на медицинское вмешательство, на сохранение врачебной тайны, потому что информация о его состоянии здоровья не должна разглашаться без его согласия третьим лицам. Ну, это очень коротко. Все это, я бы обратил внимание уважаемых телезрителей, регламентировано статьей 19 323 Федерального закона. А где пациент может ознакомиться с информацией о своих правах? Это, может быть, какие-то стенды должны быть в больницах, да, или где еще? Одним из нормативных... Я прошу прощения, давайте на минутку прервемся. У нас есть звонок с вопросом от наших телезрителей. Давайте послушаем. Добрый вечер, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот смотрю вашу передачу. Я лежала в 7-й горбольнице в мае месяце в кардиологии. И до сих пор я не могу встать на учет после больницы. Я отношусь к 3-й поликлинике. Мне 59 лет. Так как у нас, мне объясняют, что очередь, а встать я не могу. Куда и как мне обратиться? Что-то уточнить надо? Нет, я Спасибо понял. за ваш вопрос. Я хотел бы пояснить, уважаемые телезрительницы, после выписки из стационара лечебного заведения она должна была получить на руки выписной эпикриз. С этим выписным эпикризом она должна обратиться к своему участковому терапевту, который должен выписать направление к кардиологу. И если показано диспансерное наблюдение, кардиолог должен поставить на диспансерное наблюдение, и женщина уже будет наблюдаться не только у участкового терапевта, но и узкого специалиста. Поэтому вот такие правила существуют, их, к сожалению, никак не обойти. Спасибо. Если вернуться к предыдущему вопросу, где можно узнать, вот, кстати, о своих правах пациенту? В соответствии, существует еще закон о лицензировании медицинской деятельности. В соответствии с данным законом существует положение о лицензировании. В соответствии с этим положением четкие требования установлены. Они установлены не только для государственных лечебных заведений, они также установлены для лечебных заведений частной формы собственности. А именно, в доступном месте в районе регистратуры должны вывешиваться информационные стенды. На этих информационных стендах должна быть информация о правах и обязанностях в соответствии с 323 Федеральным законом пациентов. Должно быть обязательно указано время работы лечебного заведения, перечень специалистов, которые оказывают медицинскую помощь, а также наличие лицензий, то есть видов деятельности, которые может оказывать данное лечебное заведение. Поэтому эти должны быть стенды в начале в самом доступном месте, или же это информационный стенд около регистратуры, или же это информационный стенд, который должен находиться, ну, если это частная, скажем, какая-то клиника, в том месте, где находится ресепшн, вот, чтобы человек, попав в приемную какую-то, мог ознакомиться со своими правами и обязанностями. Если человек считает, что его здоровью был нанесен вред, например, в результате ошибочных действий врача, может быть, неверных, например, во время, опять же, операции, да, каковы должны быть первые шаги человека по защите своих прав, вот,
На какие документы, вот опять же, при этом стоит обратить внимание? Ведутся ли какие-то протоколы ведения операции? Вот как потом доказать, что действия врача были именно такими? И я сейчас поясню. Дело в том, что нужно четко понимать, что если, не дай бог, вот как случилась вот эта беда в семье, погиб родственник, то и родственники считают, что все же был допущен дефект оказания медицинской помощи, они должны немедленно подать заявление в Следственный комитет, потому что, возможно, обращаю внимание, возможно, были допущены какие-то дефекты качества оказания медицинской помощи. Для чего обратиться вначале в Следственный комитет в случае гибели? Потому что нужно не просто обратиться, а попросить, чтобы была проведена судебно-медицинская экспертиза, чтобы вскрытие производил судебно-медицинский эксперт, а не патологоанатом лечебного заведения. Вот, это раз. И если же, скажем, в ситуации не подобная, а, скажем, человек считает, что ему некачественно оказали медицинскую помощь, человек должен обратиться в страховую компанию, которая выйдет, проведет целевую экспертизу качества оказания медицинской помощи. В случае, если она установит, что были допущены дефекты, хочу обратить внимание, нету такого понятия, как врачебная ошибка, которая бытует среди населения. Есть дефекты оказания медицинской помощи. В случае, если будут установлены дефекты, то человек имеет возможность обратиться в гражданско-правовом порядке в суд и требовать возмещения вреда здоровью, нанесенным некачественно оказанной медицинской услугой. Спасибо. Давайте послушаем вопрос от наших телезрителей. Что? Добрый вечер. Говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это я беспокою вас. Я Алиева Роза. Я проживаю дачный массив Каменка. Очень приятно. Говорите. Вот, это у меня ребенок заболел. Я пошла в Каменку, в поликлинику. У нас в Каменке есть поликлиника. Так. Так. Слушаем Вот. вас. Говорите. Подошли к регистратуре, она говорит, идите к заведующей. Я не могу зарегистрировать ребенка. Я зашла к заведующей, они там на компьютере сидели вдвоем, что-то смотрели. В поликлинике почти что пациентов нету. Были 2-3 человека. Тишина, как в морге. Вот. Потом я говорю, вы знаете, мне надо ребенка поставить на учет. А она говорит, как это надо? Надо, говорит, попросить. А почему я должна их просить? Вот 3 года они нас не ставят на учет. У нас и СНИЛС, и медицинская страховка. Все есть. Угу. И в чем ваш вопрос? Вот, а пошли в поликлинику, в 6-ю, они говорят, идите в Каменку. Почему вы, говорит, обращаетесь к нам, когда у вас есть в Каменке? Потом, а заведующая говорит, у меня переполнено, я вас не имею права брать. Как это так? Я первый раз это в жизни вижу вообще. Угу, угу. То есть вас отказываются ставить там на учет в связи с тем, что переполнено что-то у них? Да. Угу. Надо уточнить. Нет. Да. Спасибо большое. Ваш вопрос ясен? Я сейчас поясню в этой ситуации. В соответствии с законом об обязательном медицинском страховании, все мы получаем полис обязательного медицинского страхования. И по принципу экстерриториальности, то есть в том месте, где мы проживаем, нам рекомендовано, обращаю внимание, не обязывают, а рекомендовано становиться на обслуживание в то лечебное заведение, которое ближе к месту проживания. Однако гражданин или законный представитель, в данном случае ребенка, мама, имеет право обратиться в другое лечебное заведение за тем, чтобы поставить ребенка на учет и там обслуживаться. Однако существует положение о прикреплении, в котором четко говорится, хоть и в статье 21 федерального закона имеет, она называется «Право выбора врача лечебного заведения», но оно регулируется уже федеральным законом. И вот согласно этого положения, что должна женщина сделать? Она должна в письменной форме написать на имя главного врача заявление о том, что она проживает в таком-то районе. Учитывая, что Каменка находится у нас в городе, да, но 6-я поликлиника, мне сложно говорить, где находится, может быть, это не территориально, то врач должен посмотреть, в частности, администратор, главный врач,
Первое. Имеется ли возможность к тому участку, куда хочет женщина прикрепиться, потому что существует такое понятие, как нагрузка на одного врача. В среднем один врач-педиатр должен обслуживать 900 человек. Возможно, у этого врача на участке 1000 человек. Во-вторых, если это маленький ребенок, то определенная медицинская помощь ему должна оказываться на дому. Имеет ли возможность врач, проживающий, работающий территориально расположенным в другом конце города, добраться к этому ребенку? Здесь тоже возникает вопрос. Поэтому здесь говорить, что обоснованно или необоснованно отказали, нельзя. Я хочу обратить внимание, что, уважаемые телезрители, мы все вместе одни и те же пациенты. Мы должны понимать, что врач тоже имеет право на тот же самый полноценный отдых. Врач также имеет право на обслуживание определенного количества населения. Да, чисто физически он не может. Поэтому, платить. в данном случае решает администрация при наличии, если у врача на участке недобор, если территориально врач может добраться, соответственно, лечебное заведение не имеет права отказать. Но если все эти показатели превышены, то, извините, соответственно, будет отказ. Но, опять же, хочу сказать, в соответствии с положением, все это очень быстро решается. Не 30 дней, а, скажем, подается заявление, оно рассматривается в течение 2 дней. Если в течение 2 дней потом информируется заявитель, если, например, есть возможность территориально прикрепить, тут же дается уведомление в страховую компанию о том, что ребенок перекрепляется к другой поликлинике. Поэтому здесь, понимаете, сложно говорить, есть ли какая-то вина лечебного заведения. Здесь нужно написать заявление и внимательно посмотреть. Ответ. Спасибо. У нас есть еще один вопрос от телезрителей. Добрый вечер. Говорите, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня к вам вот такой вопрос. Меня зовут Наталья, город Керчь. Скажите, пожалуйста, я о вопросе сохранения врачебной тайны со стороны сотрудников страховых компаний. Забирается медицинская документация на проверку, а затем сотрудниками компании перезванивают пациентам и спрашивают: а скажите, пожалуйста, а были ли вы в этот момент в больнице, по дате карточки амбулаторной, и выполнялись ли вами эти выполненные манипуляции, указанные в карте? Скажите, пожалуйста, правомочно ли это по отношению к больным? Ведь мы доверяем врачам какую-то определенную тайну, свою личную, состояние своего здоровья. А совершенно посторонние люди по телефону интересуются, а правда ли вы были? А это является тем, что разглашается тайна совершенно посторонними, не может быть и страховыми компаниями, но тем не менее. Спасибо. На каком основании перезванивают сотрудники и задают... Ваш вопрос ясен, спасибо. Спасибо. Опять же, возвращаемся к 323 федеральному закону. В соответствии с 323 законом есть такое понятие, как сохранение врачебной тайны. Действия сотрудников, в частности, страховой компании, которые себе позволили в телефонном режиме звонить и интересоваться, они неправомерны. Другое дело, что сотрудник страховой компании должен был позвонить, пригласить в страховую компанию данного пациента, и только тогда мог задать вопросы, касающиеся его состояния здоровья и врачебной, той информации, которая изложена в медицинской документации. Однако хотел бы обратить внимание, что когда вы поступаете в лечебное заведение или же идете в поликлинику, вы подписываете информационное согласие, где указано, что данная информация может быть предоставлена иным лицам, третьим лицам. В данном случае третьи лица – это та структура, которая контролирует качество оказания медицинской помощи. Поэтому предоставление медицинской документации допустимо, и закон разрешает предоставить ее. Другое дело, что сотрудник не имеет права разглашать сведения, которые касаются состояния здоровья пациента.
Спасибо. В завершение, Михаил Афанасьевич, скажите, пожалуйста, если человека направляют, например, на анализы по назначению врача, ну, на такое обследование, вернее, как УЗИ, например, да, проведение УЗИ, и там есть очередь, да, и врач предлагает человеку, ну вот, вы знаете, вам нужно сделать УЗИ, но там большая очередь, вот если хотите, есть платная такая же услуга, ну, вот в какой-то клинике, допустим. Насколько правомерны в данном случае действия врача, и вот что делать, если приходится ждать очередь месяц, два, может быть, 3? Существует территориальная программа оказания медицинской помощи населению. Эта территориальная программа подписана как представителем Министерства здравоохранения, правительством, где указаны сроки предоставления медицинской услуги. Например, срок предоставления УЗИ, других анализов, согласно этой программе, идет до 10 дней. Но это касается в тех случаях, когда это не срочное, то есть не по жизненным показаниям. Если это по жизненным показаниям, врач пишет срочно, ну, по медицине ЦИТО, и направляют вне очереди. Другое дело, что мы в жизни сталкиваемся с тем, что, например, направляя на КТ или МРТ, согласно территориальной программе, очередь должна составлять до 30 дней, не 31, не 32. И видя, что человеку необходимо это, но это не срочно, некоторые медицинские работники, опять же, хочу, чтобы правильно поняли, мы же все обычные люди, и медицинские работники тоже говорят, вот есть такая-то клиника, где вы можете пройти бесплатно. Что в этой ситуации я могу посоветовать? Если вы... Первое, что вам должны выписать, направление на, в данном случае, например, на КТ, УЗИ, МРТ или на какой-то анализ. Вы должны обратиться там, где это оказывается бесплатно, в ту лабораторию. Если проходит 10 дней, вам не оказали эту услугу, вы можете обратиться в частную структуру, провести, получить договор, чек, после чего вы можете обратиться смело в страховую компанию. Страховая компания данное денежное средство взыщет с лечебного учреждения в связи с тем, что эта услуга не была вовремя оказана в рамках программы обязательного медицинского страхования. Поверьте, наши страховые компании очень серьезно к этому относятся. И уже сотни взысканий было произведено за нарушение сроков, когда пациенты были вынуждены. Ну, а то, что врач посоветовал, идите в частную, это же ваше право. То есть можно идти, можно не идти. Спасибо большое, Михаил Афанасьевич, за ваши разъяснения, советы, рекомендации для наших телезрителей. Я думаю, что они будут полезны. И мы с вами видимся еще не последний раз, еще встретимся. И те вопросы, которые мы сегодня не успели с вами осветить, еще осветим в следующих программах. Для телезрителей я напомню, что мы говорили о качестве оказания медицинской помощи и защите прав пациентов. На вопросы отвечал директор Центра медицинского права в Республике Крым Михаил Белкин. На этом все. До встречи в пятницу в 19:00. Хорошего вам вечера. Не переключайтесь.